Сегодня мы скорбим, помним о тех, кто погиб от рук террористов в разные годы существования Республики Ингушетия, Российской Федерации, особенно Северокавказского федерального округа. Надеемся увидеть в вашем лице яркое, эмоциональное, честное соперничество, и пусть победит сильнейший. Фестиваль спортивных мероприятий стартовал. От участников требуется только задор. Воля к победе у них и так есть. Это видно по первому поединку армрестлеров. Молниеносные поединки. Тут важна реакция и, конечно, техника. Ведь от того, как правильно поставишь руку, вывернешь плечо и используешь кисть, зависит исход поединка. Этому, как часто происходит, уступает даже очевидное физическое превосходство оппонента. В случае Магомеда Арчакова можно просто прийти с другом за компанию, принять участие и взять призовое место. Арчаков Магомед занял 3-е место на открытом общегородском турнире по армрестлингу, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. ونزرعني واقع حاول هو حاول ينتريتش ومحتاج Спортивное мероприятие посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Привлечь молодых людей к ведению здорового образа жизни, правильному времяпрепровождению, воспитанию подрастающего поколения, как морально-духовно и физически развитых личностей, понимающих, что такое хорошо и что такое плохо. Многие из тех ребят, что здесь присутствуют, даже родились позже тех трагических дат, коими изобилует огромному несчастью, к сожалению, наша история Ингушетии в частности. Поэтому мы в равной степени скорбим как о детях Беслана 2004 года, так и о наших погибших 2009 года, 2008 года, 2012 года. Очень надеемся, что этот прискорбный, печальный, трагический список прекратит свое существование, и дальнейшая вся история и Ингушетии, и Кавказа, и России в целом будет наполнена только радостными событиями. И те люди, которые сегодня пытаются внести смуту, пытаются внести раскол, пытаются омрачить нашу с вами жизнь и действительность, не будут иметь ни единого шанса. Молодежь, которая ничем не увлечена, ни спортивной деятельностью, ни научной деятельностью и не трудоустроена, это молодежь, которая максимально стоит под угрозой вовлечения в негативные проявления, в том числе экстремизма и терроризма. Организаторы мероприятия «Центр культурного развития города Магаз» совместно с мэрией и комитетом по делам молодежи. Соревнования проходили до самого вечера на различных спортивных площадках по 5 дисциплинам. Такие дисциплины, как я сказал, стритбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, мини-футбол. Сейчас буквально проходят, в эти самые минуты проходят соревнования среди ребят молодежи до 21 года в разных весовых категориях по армрестлингу. По завершению поединков армрестлеров организаторы приступают к награждению спортсменов абсолютной весовой категории. Первому как весе 65 кг. Абсолютно ахтылчы болушылын ахандат. Алхамдулилlah, пасыгыца бороться дыраз, должна это быть сами. Я сыгыца дыраз, дам ханитет, я дадал я ченды. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября по всей стране. По традиции Ингушетия этот день сопровождает яркими спортивными победами и лозунгами, что мы против этого зла. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.